Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых передачах мы рассмотрели общие элементы, напомню, в лингвистике их называют изоглоссами, в осетинском языке и языках, граничащих с ним на западе и на юге. Сегодня же мы отправимся в восточном направлении и посмотрим, насколько глубоко было взаимовлияние осетинского языка и языков нахо-дагестанской группы, к которым относятся вайнахские языки, то есть чеченский, ингушский и бацбийский, а также около 30 дагестанских языков. Взаимоотношения осетин с вайнахами уходят своими корнями вглубь веков. Об их культурно-исторической близости свидетельствует лексический состав языков, сходство сюжетов народных сказаний, наличие общих черт в быте, нравах и обычаях, в древних религиозных представлениях. Обращает на себя внимание значительное количество осетинско-вайнахских сходных названий орудий труда, оружия, домашней утвари, различных хозяйственных терминов, эпических собственных имен и так далее. В традиционной материальной культуре осетин и вайнахов выявлено большое сходство оборонительных, склеповых, языческих культовых сооружений. Именно у осетин, принесших в горы земледельческую культуру, вайнахи перенимали навыки земледелия, в то время как осетины заимствовали у вайнахов опыт строительства в горных условиях. Тесные этнокультурные связи осетин и ингушей подтверждаются и существованием в XVIII веке смешанных поселений с осетинскими названиями – Валлакау, Даллакау, Калмыкау, Багир и других в Джирахском ущелье, в низовьях реки Армхи. В этот же период отмечаются и смешанные осетино-ингушские браки. Стоит отметить, что еще в конце XIX века известный ученый Услар пришел к выводу, что диалектная раздробленность чечено-ингушского языка возникла в результате влияния осетин и кумыков. Василий Иванович Абаев выявил около 60 осетинско-общевайнахских изоглосс, а также почти по 350 осетинско-чеченских и осетинско-ингушских сепаратных схождений. Число осетинско-бацпийских схождений значительно меньше, всего около 25. Скорее всего, это связано с тем, что бацпийцы недолго оставались в южных областях Чечено-Ингушетии соседями осетин, а после этого переселились на южные склоны Кавказского хребта на территории современной Грузии. Их языковые связи должны были оборваться в зачатке. Но, тем не менее, осетинский лексический вклад, как он ни мал, бацпийский сохранил в более близкой к осетинскому языку форме, чем чеченский и ингушский. Говоря о заимствованиях между чеченским, ингушским и осетинским, Василий Иванович Абаев отмечал, что ряд лексических схождений ведет от чеченского прямо к осетинскому, минуя ингушский. Некоторые из этих схождений связывают чеченский при этом с западным дегорским диалектом осетинского языка, минуя иронский. Эту особенность ученый объясняет тем, что эти схождения отражают более древнюю картину расселения племен, не засвидетельствованную историей. Со своей стороны мы полагаем, что указанные особенности заимствований между чеченским, ингушским и диалектами осетинского языка связаны не только с территориальной, но и сугубо языковой причиной, которая заключается в том, что в средневековый период осетинский язык, вероятнее всего, отличался большей однородностью, чем в настоящее время. И основные черты этого средневекового алана осетинского языка лучше сохранились в современном дегорском диалекте осетинского языка. Исследователь Плечка отметил заметное сходство в антропологическом отношении, то есть высокий рост, светлые волосы и так далее, горных чеченцев, живущих к западу от Шаро-Аргуна, от остальных чеченцев. При этом языковые особенности, в частности наличие в их речи фрикативного звука «ф», отсутствующего в других чеченских диалектах, сближают их с ингушским языком. В то же время не вызывает сомнения, что и в ингушском звук «ф» появился под влиянием осетинского. Соответственно, по мнению вайнахского исследователя Чокаева,
очерченный ареал входил в прошлом в сферу влияния аланской державы. Это мнение соответствует результатам исследования Бориса Алборова, который на основании анализа иранских топонимов Чечено-Ингушетии пришел к выводу о том, что предки осетин жили восточнее своего нынешнего ареала. Более того, анализ средневековых источников, в частности сочинений Анания Широкацы и Ибн Русте, привел профессора Гадло к убеждению в том, что на протяжении как минимум VII-X веков восточная граница области, подчиненной царю Алан, доходила до Терско-Сулакской низменности, полностью охватывая предгорные области современных Чечни и Ингушетии. В частности, по мнению того же Чокаева, башенное поселение Фаранск-Хела в горном обществе Чечни было крепостью Алан, спасавшихся после разгрома на плоскости. Этимология, предложенная ученым, представляет собой фарн плюс нахское «са», то есть земля, место, плюс кала, город, то есть город, крепость земли, солнца, солнечной благодати. И эта этимология подтверждается аналогичной семантикой названия общества, на территории которого находилась эта крепость, но на чеченском языке. Маяста, мала, солнце, плюс с из са, земля, место, плюс после лог та, на солнечной земле. К тому же недалеко находится общество Тера и Хячара, жители которых, по народным преданиям, происходят от осетин, а близлежащие гидронимы, то есть названия рек, также этимологизируются из аланско-осетинского, то есть Мартан, река мертвых, Танга, маленькая тоненькая речка, Фартанга, Рошни, светлая, прозрачная, из Рухш-Рохс. Название села Дарга, растянувшегося на несколько километров, также, несомненно, из алано-осетинского, из Дарх, длинный, долгий. По мнению чеченских исследователей, алано-осетинское влияние отмечается и в чеченской антропонимии. Например, женское имя Рашан, мужское Раша, они связывают светлый, светлое, а также в названиях нахских теонимов, то есть названий божеств. Хоцо, Хуйцо, из осетинского Хуцау, Хусау, Гальерт, тождественно осетинскому Аларде, Хеуо, осетинскому Элья, Тба, из осетинского Тпауасилла. И наоборот, определенные осетинско-войнахские исхождения Азат Замбулатовна Цагаева выделяет в топонимике Осетии. Например, Ламардон, селение в Даргавском ущелье, от ингушского Луамара, чеченского Ламаро, то есть горец, плюс осетинский суффикс вместилища Дон. Ламардон, то есть место поселения горцев. Шалхи, нынешнее селение Октябрьское, которое может состоять из двух компонентов. Из ингушского шал, шалки, название диких ягод, и войнахского хи, вода, река. Или из осетинского шал, от шалд, мерзлая, и плюс войнахская хи, вода, река, то есть замерзшая река. В целом следует отметить, что большое количество заимствований из осетинского в войнахских языках – это непреложный факт. В частности, в чеченском языке бесспорные осетинские корни имеют такие слова, как «онда» – крепкий, твердый, сильный, в переносном значении прочный. Из осетинского «андон» – сталь. «Арсаш» – нож происходит из осетинского «раш» – напильник с метатезой «раш» – «арш» во избежание начального «р». Чечено-ингушское «барс», «борс», «холм», «курган», «пригорок», «бугор», «насыпь». Из осетинского «барж» – куча, возвышение, курган, множество. «Бере», чечено-ингушское, то есть наездник, кавалерист, джигит, несомненно, связано с осетинским «барак», всадник. Чечено-ингушское «варе», бедро, из осетинского «уараг», колено.
чечено-ингушское «веза» – дорогой, о цене, тяжелый, о весе. Из осетинского «уважа» – вес, тяжесть. Чечено-ингушское «эса» – теленок в возрасте до 1 года. Из осетинского дегорского «уас» – теленок. Также чечено-ингушское «зу» – еж. Из осетинского «ужин» – узун – еж. Чечено-ингушское «нал» – кабан, дикая свинья, связано, несомненно, с осетинским «нал» – самец. Чечено-ингушское слово «нека» – плавание соответствует осетинскому дегорскому «нака» – плавание. Вайнахское «раг» – невысокий горный хребет, происходит из осетинского «раг» – спина, гребень горы, горный хребет. Вайнахская «ретинга» – оглобля, связана с осетинским и русским «ратанахт» – оглобля. Чечено-ингушская «салор» – куница, имеет четкие черты соответствия с осетинским «шалавр» – салабур, салаур – куница. Вайнахская «сту» – бык, вол, происходит из осетинского «стур» – астор, что является общим названием коровы и быка. Чеченское «херд» – море. И ингушское «форд» произошло заимствование звука фрикативного «ф», связано с осетинским «фурд», «форд», то есть большая река, море. Фюсам, вайнахское «дом», «жилище», связано с осетинским «фышим», «фусун», хозяин в отношении гостя, лицо, принимающее, оказывающее гостеприимство, принимающее гостя. И многие другие. Значительное число осетинизмов и в ингушском языке. Так, ингушское «арга», «скирд», «скирда», «гряда невысоких гор» связано с осетинским «раг», горный хребет, «арга», кряж, цепь гор, из осетинского «раг», спина, гребень горы, горный хребет, «бари», всадник, ездок, наездник, седок, из осетинского «барак», всадник, так же, как и в чеченском «буарс», холм, из осетинского «барж», куча, возвышение, курган, множество, боча, нежный, из осетинского «бус», боц, нежный, лелеемый, дорогой, гар, голос, спор, шум, из осетинского «кар», гар, крик, шум, думи, курдюк, из осетинского «дымак», думак, хвост, курдюк, жий, еж, из осетинского «ужин», узун, еж, кал, чародейство, ворожба, из осетинского «калан», колдовство, чары, чародейство, марий, кровник, убийца, из осетинского «марак», убийца, мела, слабый, из осетинского «маллак», тощий, худой, слабый, мерчи, саван, из осетинского «марцак», марцакта, платье, предназначенное для покойника, места, кислый, мистал, кислинка, из осетинского «машт», маст, горький, горечь, желчь, неприятность, огорчение, гнев, злоба, нал, боров, кабан, хряк, из осетинского «нал», самец, онда, крепкий, из осетинского «андон», сталь, йов, пшеница, крупа, из осетинского «яу», проса, сурхаш, корь, из осетинского «ширх», сурх, красный, алый, гнедой, название болезни, ингушское «тов», жар, тепло, из осетинского «таф», пар, дух, запах. В дегорском также жар, зной. Как я уже указывал, «форд» ингушское, означающее море, четко связано с осетинским «фурд», дегорским «форд», большая река, море. Шод, слюна, из осетинского «шат», сата, слюна, сок. Гоккас, да, в ингушском пастух, гоккас,
что, несомненно, связано с осетинским «куггаш» или дегорское «гоккас» – «пастух». Мы продвигаемся дальше на восток и переходим на территорию Дагестана. Надо отметить, что схождения между осетинским и дагестанским языками менее изучены, чем изоглосы в других языках. При сопоставлении осетинского с дагестанскими языками выявлено более 900 изоглос. Основная часть – это с аварским – около 230, лезгинским – более 130, лакским – около 110, столько же с даргинским. Значительно меньше соответствий языковых обнаруживается при сопоставлении осетинского языка с меньшими по количеству носителей и социальной значимостью языками, то есть с андийским, цесским, табасаранским, агульским, рутульским, цахурским, арчинским, удинским и цесским. И только отдельные схождения обнаруживаются при сопоставлении с хиналукским, крысским, будухским, хваршинским, мунзипским, бештинским, чамалинским, тиндинским, ахвахским, багвалинским, годоберинским и ботлихским языками. Эта тема требует специального рассмотрения и исследования. Я надеюсь, что это войдет в круг интересов и осетинских, и дагестанских исследователей. Тем не менее, значительное число, как я уже сказал, этих схождений тоже уже обнаружено и выявлено, в частности, Василием Ивановичем Абаевым. Они затрагивают сферы, в первую очередь, материальной культуры. Также это название определенных напитков и продуктов питания, сельскохозяйственных орудий. В частности, несомненно, что осетинское слово ага, котел, происходит из дагестанских языков, алла, чад, дым, также имеет корни в дагестанских языках. Таким образом, в нашем путешествии в западном направлении в предыдущих лекциях мы имели возможность убедиться в том, что контакты осетинского языка простирались далеко на запад от территории современного проживания осетин и достигали самой западной оконечности Северного Кавказа и переходили даже на территорию Закавказья, в частности, вступая в контакты с абхазским языком. Сегодня, прослеживая языковые схождения и языковые контакты осетинского языка в восточном направлении, мы имели возможность убедиться в том, что осетинский язык имел широкие контакты и глубокие связи с языками, находящимися в восточном направлении, как я уже сказал, вайнахскими и дагестанскими. Все это свидетельствует о том, что предки осетин занимали важное военное и политическое место и играли значительную, ключевую роль в северокавказском ареале на протяжении многих веков. Именно этим и можно объяснить тот глубокий след, который аланско-осетинский язык оставил в языках, простирающихся и на запад, и на восток от территории современной Осетии. Только социально значимый язык, язык той части населения Северного Кавказа, которая занимала главенствующее военно-политическое место в регионе, мог оказать столь значительное влияние на все языки региона. Тем не менее, представленный языковой материал, выявляющий языковые контакты алан-осетин с соседними народами, не исчерпывается языками кавказской языковой семьи, которую мы до сих пор рассматривали. То есть абхазо-адыгские языки, вайнахские, дагестанские.
Большой интерес представляет собой анализ языковых схождений, которые выявляются между осетинским языком и еще одним соседним языком, но который не относится уже к кавказской языковой семье, а имеет отношение к тюркской группе языков. Это карачаево-балкарский язык. И это будет темой нашей следующей лекции.